В прямом эфире телеканал «Якутия-24». Итоги дня. С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня в программе. Паводок не отпускает. Наводнение теперь накрыло Верхнеколымск и Зырянку. Затопило сотни дворов. Людей расселили. Какие приняты меры? Бензин подорожает. Почему и насколько? Отвечает руководство Саханефтегазсбыта. Сезон открыт. Катера и моторные лодки вышли на маршруты. Началась навигация для маломерных судов. Как следят за правильной работой перевозчиков. Новые технологии в медицине. В Республиканской больнице номер 2 провели мастер-класс по анестезии. Обучение вели специалисты из Санкт-Петербурга. Как я провел лето? С наступлением каникул при школах начали работу лагеря дневного пребывания. Что ждет детей в ближайшие месяцы? Новые жители Якутии пополнили свои семьи. В День защиты детей торжественно выписали новорожденных. Сколько малышей успели родиться со дня открытия нового перинатального центра в Якутске? В правительстве состоялось официальное представление Айсена Николаева в качестве временно исполняющего обязанности главы Якутии. Для этого в столицу прибыл полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он сказал, что назначенному в Рио главы региона потребуется не очень много времени для того, чтобы влиться в работу, так как за плечами Николаева огромный опыт. А со своей стороны Трутнев пообещал всячески его поддерживать. Айсен Николаев в ответ заявил, что это назначение – огромная ответственность перед народом Якутии, и он готов приложить все свои силы на благо родной республики. Айсена Сергеевича представлять в республике Саха-Якутия достаточно просто. Всю жизнь Айсен Сергеевич живет и работает в республике. Он руководил крупными предприятиями, работал руководителем администрации президента Республики Саха-Якутия, первым заместителем председателя правительства. В 2012 году избран главой города Якутска. Айсену Сергеевичу потребуется не очень большое время для того, чтобы войти в курс дел, потому что всю работу, которая проводилась на территории республики, мы тоже проводили вместе. Со своей стороны обещаю Айсену Сергеевичу поддерживать, помогать. Уверен в том, что его энергия и целеустремленность принесет пользу народу республики. Спасибо. Из лидеров развития Дальнего Востока, всей России, я в этом глубоко убежден. У нас для этого все есть. Образованные и очень активные люди – это наш уникальный человеческий капитал. Есть богатство недр, чистая живая природа, высокая культура, крепкие традиции, спокойная и дружелюбная атмосфера. Есть понимание значимости Якутии и поддержка со стороны руководства страны. Кадровые изменения, безусловно, предстоят. В администрации главы и правительства они уже идут. В соответствии с Конституцией Республики правительство продолжит исполнение своих полномочий. Но сразу хочу сказать, что точечные кадровые решения тоже будут исключительно с одной целью – это результативность и максимальная эффективность. К другим темам. Вертолет Ми-8 компании «Полярные авиалинии» совершил жесткую посадку. Это случилось на территории Омской области. По предварительным данным, в двигатель вертолета попали птицы, и пилотам пришлось экстренно пойти на снижение. Вот что сообщила пресс-служба перевозчика. Цитата. «Авиапроисшествие произошло сегодня во время перегона вертолета после капитального ремонта на Омском авиационном заводе», говорится в сообщении. В авиакомпании отметили, что благодаря профессиональным и слаженным действиям пилоты не пострадали. Разрушений на земле нет. По факту происшествия создана комиссия, ведется расследование.
В селе Верхнеколымск остаются затопленными все дворовые территории. По последним данным, уровень воды в реке Ясачная составил 9,5 метров при критической отметке 8 метров 80. А у поселка Зырянка уровень воды в реке Колыма достиг 9 метров 40 сантиметров при критических 7 метрах 70. Затоплен 101 двор в Зырянке, в котором проживают более 1600 человек. 23 из них сейчас находятся в пунктах временного размещения. Беспокойство вызывает вопрос энергоснабжения, так как подмыло опоры линий электропередач. Население предупредили о возможных отключениях электричества. Энергоснабжение в поселке подается стабильно, но с учетом того, что уровни воды выше критических при уровне 770 сантиметров составляет 950 сантиметров, то есть выше критической отметки на метр 70, метр 80. Надо понимать, что ряд трансформаторных подстанций будет отключаться при повышении дальнейшего уровня воды. Вот сегодня мы видим, что все улицы фактически находятся в воде. Жилфонд также до уровня полов, до уровня окон находится в воде, то есть все перемещения производятся на плавсредствах, значит, это моторные лодки, надувные лодки. Силы и средства МЧС России, службы спасения Республики Саха-Якутия на месте имеются с начала паводкоопасного периода. Далее Юрий Зайцев встретился с населением затопленного поселка Зырянка. Жителей прежде всего интересовал вопрос возмещения ущерба от наводнения. Глава Госкомобеспечения пояснил, что детально эти вопросы можно будет разбирать только после того, как сойдет вода, и только тогда специалисты подсчитают размер ущерба. Еще раз напомню, что уровень воды, превышающий критический почти на 2 метра, сохраняется в районе поселка Зырянка уже целую неделю. Где мы сейчас живем, это второй микрорайон, 2-й километр. От поселка Зырянки получается почти 2 километра. В данный момент у нас трасса вся перемыта. Ну, вот не можем мы туда никак на машинах добраться. Очень страшная обстановка. Трасса перемыта, потому что очень высокий уровень воды. Даже животные, которых бросили свои хозяева, они не знают, куда деваться. Озера все вышли озера все вышли. Все переполнено, все канавы переполнены, болото переполнено. Наша трасса перемыта в 3 местах. Что будет дальше, неизвестно. Такая же ситуация была в 2014 году. Но эту проблему решили довольно-таки быстро. Была отсыпка трассы. И у нас, получается, пути сообщения сейчас полностью мы отрезаны. Только на лодках, в жилетах, в резиновых болотных сапогах можем добраться. Во время очень высоких цен на все стройматериалы, конечно, это будет очень колоссальная помощь. Спасатели работают, но хотелось бы, конечно, чтобы спасателей по количеству своему было намного больше. У нас на нашем 2-м километре осталось 5-7 стариков, которым необходима, реальная необходима помощь. Им помогают. Также дети у нас есть. У всех есть дети. Они просто ходят по остатку суши, который остался, туда-обратно, и все, в принципе. Заняться нечем. Добраться до поселка только на своих лодках. Опять-таки перевозками людей просто так, без особой надобности спасатели не могут заниматься. Мы все это прекрасно понимаем, мы лишний раз не нагружаем никого. Но помощь есть. У меня в доме можно сейчас ставить сети. У меня упали полы. Их вымыло, и у меня вот такая дырка была на понедельник. И лодки ехали, у меня волной заходила вода. Вот. И у меня в моем доме самая первая вошла вода. Дом рушится. И сейчас получится, мне обещают, что я получу сертификаты. И сейчас получится, когда опять, что у меня каких-то документов. Это не моя причина, что мне отказывали делать здесь. Порвали, когда было в 2004 году наводнение, мне порвали кадастровые и сказали: все, у тебя земля уходит, у тебя теперь новые делать. И я не могу сделать кадастровые. По вашему случаю все-таки я предлагаю весь пакет документов собрать, обратиться в адрес дирекции по паводку с тем, что, и историческую справку дать о том, что неоднократно вы обращались,
Данный дом принадлежал вам, у вас были прописаны члены семьи. На сегодняшний день вопрос не решен, в связи с чем прошу включить в списки по выдаче сертификата. И параллельно все равно я считаю, не стоит тратить времени, постарайтесь восстановить права на дом через суд в любом случае. На ликвидацию последствий ЧС, возможно, привлекут средства фонда капитального ремонта. Об этом сообщает региональное министерство ЖКХ. Речь идет о реконструкции и восстановлении многоквартирных домов, пострадавших от удара стихии. На этот счет в республике действует соответствующий порядок, утвержденный постановлением правительства. МинЖКХ рекомендует муниципалитетам, на территории которых пострадали многоквартирные дома во время ЧС, незамедлительно обратиться в фонд капремонта с соответствующим пакетом документов. Внимание в республике обращено и на борьбу с лесными пожарами. В Хангаласском районе зарегистрировали 2 пожара. Один на территории Немигюнского наслега в местности Харанай. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. На тушение привлекли 11 человек и технику. Еще один лесной пожар в районе вспыхнул из-за грозы на границе Хангаласского и Алекминского районов. Так, у нас проведена разъяснительная массовая работа по школьникам. Проведено 55 бесед в количестве 1801 школьник. Также проведено с охотниками и рыбаками у нас 1475 охотников прослушали наши беседы. Ну, мы почти круглогодично проводим беседы насчет пожароопасного, по правилам пожарной безопасности. Можно сказать, что у нас и работа круглогодично ведется. Ну, летом, конечно, особенно мы проводим эту работу. По республике открыли навигацию для маломерных судов. Катера и моторные лодки вышли на свои маршруты. Затем, придерживаются ли перевозчики всех правил и регламента работы, следят надзорные органы. Сюжет Александра Зубехина. Навигация в Якутске открыта. На территории столицы контроль в ежедневном режиме осуществляют 2 патрульные группы МЧС в количестве 2-3 человек. Чтобы не нарваться на штраф, нужно соблюдать ряд условий. Необходимо строго и неукоснительно выполнять все предписанные правила, нормы, регламенты, технику безопасности. При себе иметь судоводительские и регистрационные документы, не совершать перегруз, надевать спасательные жилеты, не выходить в плавание на неисправных плавсредствах. Соблюдать все меры безопасности. Проверка выборочная. Основанием для нее может стать даже поведение судоводителя. При выявлении нарушения штрафы достигают до 3000 рублей. В некоторых случаях лодку могут отправить на штрафстоянку. Это в алкогольном опьянении человек без удостоверения права на право управления без документов. Это по новой статье 11.8.3, часть 3. После этого происходит процедура, то есть доставки, оформляется штраф, выписываются все документы, заполняются протокола, постановления, и человек отправляется на медосвидетельствование. В случае отказа, то есть он автоматически признает свою вину. Маломерных судов на реке пока совсем мало. Уровень воды после окончания ледохода еще слишком высок и отсутствуют песчаные берега. Как только вода начнет падать, люди сейчас об открытых сроках навигации узнают, уже начнут разгоняться потихоньку. То есть к выходным, завтра, послезавтра уже тут начнется движение лодок, маломерных судов. И уже будем работать более усиленно. Сегодня именно происходит патруль для установления лиц, которые без документов втихаря ездят, так сказать. Есть такие тихушники, порыбачить, быстренько проскочить куда-то на остров. Что касается северных и арктических районов, там навигация для маломерных судов на данный момент еще не открыта. Ориентировочные сроки с 5 по 25 июня. Александр Зубехин, Семен Семенов, Якутск. Подорожает бензин. По словам экспертов Центробанка России, стоимость топлива увеличивается из-за роста цен на нефть на мировых рынках, а также из-за акцизов на бензин. В Якутии цены на нефтепродукты традиционно повышаются 1 января после завершения навигации и 1 июня. И если зимой роста цен удалось избежать, то сейчас повышение стоимости все же будет. Саханефтегазбыт уверяет, что будет приложено максимум усилий, чтобы не произошло кардинального роста цен. В текущем году, если взять математический расчет, мы должны были изменить стоимость примерно на 5-7 рублей.
Но те меры, которые уже сейчас по поручению руководства республики рассматривает правительство Республики Саха-Якутия, предполагают изменение кредитного портфеля общества, изменение собственных оборотных средств общества. Это те механизмы, которые позволяют нам сдерживать темпы роста. Таким образом, повышение не будет выходить за пределы 1,5–2 рублей. В Нерингринском районе начали ремонт дороги до поселка Беркакит. В прошлом году ремонт на этом участке уже производили, но по прошествии нескольких месяцев выявили серьезные дефекты. Руководитель подрядной организации пояснил, что в этом году предприятие устранит все за свой счет. Сообщается, что вопрос качества проводимых реконструкций находится на личном контроле главы района. Сейчас реклама, 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Новые технологии в медицине. В Республиканской больнице номер 2 провели мастер-класс по регионарной анестезии. Обучение вели специалисты из Петербурга. Почувствуй себя сотрудником энергокомпании. В Якутскэнерго провели акцию «День самоуправления» с участием школьников. Кем работали дети в этот день и удалось ли им справиться с обязанностями. Как я провел лето. С наступлением каникул при школах начали работу лагеря дневного пребывания. Что ждет детей в ближайшие месяцы? Сюжет из Алдана. Новые жители Якутии пополнили свои семьи. В столице торжественно выписали новорожденных. Сколько малышей успели родиться со дня открытия нового перинатального центра. День защиты детей. В Нерингре для маленьких жителей устроили массовые праздники, конкурсы и акции. Это Якутия-24 в прямом эфире. Мы продолжаем итоги дня. В Республиканской больнице номер 2 в отделении травматологии провели мастер-класс по так называемой регионарной анестезии. Обучение вели специалисты из Санкт-Петербурга. Все подробности у Кристины Якуповой. Около 50 операций в день – это средние показатели для хирургов Республиканской больницы номер 2. Но помимо практики нужна и теория. Мастер-класс проводит гости северной столицы страны, доктор медицинских наук Дмитрий Заболоцкий. Обучение проходит в 2 этапа. Вторая часть – это будет у нас теоретическая часть после обеда, где он расскажет уже теории, новые возможности, новые аспекты, возможности новейших технологий по специальности анестезиологии. Медицина не стоит на одном месте, она развивается, и мы знакомимся с новой методикой. Вводим. Мне надо фонтан, спасибо. Укольчик, Иван Егорович, согласны? Вот сейчас я вам покажу. Увидеть работу профессионала мог весь персонал больницы. Все происходящее транслировалось в конференц-зале. Здесь собрались анестезиологи со всей республики. Сюда приехал показывать новые технологии в плане использования вариантов регионарного обезболивания с регионарными блокадами, которые позволяют снизить медикаментозную нагрузку анестезиологическую для проведения анестезии. Это первый момент. Обеспечить адекватное обезболивание как во время операции, так и в раннем послеоперационном периоде. И меньше токсическое влияние, скажем так, препаратов для общей анестезии на организм. Мероприятие приурочено к 35-летнему юбилею Центра экстренной медицинской помощи Республиканской больницы номер 2. Кристина Якупова, Семен Семенов, Якутск. 50 домов культуры республики получат субсидии в этом году. Деньги пойдут на укрепление материально-технической базы. Сумма субсидий из федерального бюджета составила более 39 миллионов рублей, с республиканского бюджета около 3,5 миллионов. Напомним, в этом году партпроекты «Местный дом культуры», «Театры детям» и «Театры малых городов» стали единым проектом под названием «Культура малой Родины». Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Среди награжденных есть якутяне. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени получил председатель профсоюза работников госучреждений Вячеслав Алексеев. Звание «Заслуженный работник культуры» присвоено директору Национального театра танца Александру Алексееву, а Александр Попов стал заслуженным геологом, также заслуженным работником транспорта Ахмед Евлоев и заслуженным шахтером Прокопий Рахлеев.
Продолжаем выпуск. С наступлением каникул при школах начали работу лагеря дневного пребывания. Что ждет детей в эти ближайшие месяцы? Сюжет Татьяны Вахниной из Алдана. В сочинении «Как я провел лето» мальчишкам и девчонкам, посещающим площадку при школе с углубленным изучением отдельных предметов, будет о чем рассказать. Каникулы запомнятся школьникам приключениями и экскурсиями, пикниками и походами, играми и викторинами. В ближайший месяц, а именно столько продлится первый сезон, ребят ожидает немало захватывающего и интересного. Мы заранее предусмотрели, спланировали на весь месяц различные мероприятия. Это в основном туда входит подвижная деятельность. Это походы, это спартакиады спортивные, это различные экскурсии по памятным местам Алдана. Любимым местом отдыха для своих учеников стала школа номер 2. Летом здесь вместо контрольных и оценок будет масса веселого и увлекательного. Игровые сражения, прогулки, путешествия в сказочные страны, соревнования, походы в библиотеку и в театр. На площадке каждый день обещает стать не похожим на предыдущий. Как обычно, мы занимаемся оздоровлением в основном детей на площадках. Различные мероприятия, посещение наших городских учреждений, таких как РДК, ТЮЗ, Некрасовская библиотека, детская библиотека. Обязательно в нашей программе это металлург, лыжная база, игра путешествия у нас запланирована. Ну и на закрытие, как поиск клада, на закрытие площадки, это у нас уже традиционно, мы ищем клад с ребятами. Наступившим летом при школах Алданского района открылся 21 лагерь дневного пребывания. На площадках с трехразовым питанием дети отдыхают бесплатно. В летние месяцы не по учебному школьным отдыхам будет охвачено около 2000 мальчишек и девчонок. Несколько сотен ребят поедут отдыхать в берег Дружбы. Группы детей и подростков отправятся на Черное море, в Нерюнгри и в Якутск. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В День защиты детей сегодня в столице торжественно выписали новорожденных. Счастливый день состоялся у 14 мам и 17 детей, из которых 3 двойни, 11 мальчиков и 6 девочек. Врачи и руководители отделений искренне поздравили женщин с радостным событием. Всем матерям вручили памятные подарки и цветы. С момента открытия нового современного перинатального центра в Якутске там уже родились более 1000 малышей. На сегодняшний день в нашем новом перинатальном центре родилось 1309 детей, и из них 22 двойни и 1 тройня. К сегодняшнему мероприятию мамочки готовились, они очень счастливы. Пришли родственники, родители, мужья, поздравили своих жен. Все были, и родственники, и мамочки были очень рады этому торжественному мероприятию. День защиты детей отметили в Нерюнгринском районе. Для маленьких жителей устроили массовые праздники, конкурсы и различные акции. Сюжет Екатерины Павловой. В Международный день защиты детей в Нерюнгринском районе проходят различные акции и праздничные мероприятия, главными действующими лицами которых становятся в первую очередь маленькие жители. Для юных нерюнгринцев в парке культуры и отдыха имени Черяева организована большая концертно-игровая программа, поучаствовать в которой может любой желающий. Вы готовы? Тогда поехали! Спортивные состязания и конкурсы, батуты, выставка пожарной техники. К этому празднику организована разнообразная программа, которая в одинаковой степени интересна и детям, и взрослым. Играет громкая музыка, открытый аттракцион, очень много детей, и это очень весело и здорово. Чтобы дети набрались сил за эти летние каникулы, побольше читали книг. Ну и, конечно же, поздравляем всех детей с этим замечательным праздником. Наконец-то у нас наступило самое настоящее лето. Также в парке состоялась презентация социального проекта нерюнгринского фотографа Милы Усенко, призванный стереть грани между здоровыми детками и детьми с ограниченными возможностями. Я благодарю те семьи, тех родителей, которые приняли участие в этом проекте. Я уверен, что это первая ласточка, и мы такой проект будем продолжать, наращивать его. Мы правда должны стирать грани между детьми, которые с ограниченными возможностями, и детьми обычными. Мы должны их готовить к нормальной жизни, к нормальной адаптации. В сквере матери и ребенка прошел другой не менее важный социальный проект «Наш двор» с душевными играми и веселыми эстафетами, на которых встретились детки, их мамы и бабушки. Чтобы они почувствовали
плечо родное, кровушку родную, чтобы праздник наполнил их души, сердца. Кроме веселого праздника, День защиты детей – это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. Екатерина Павлова, Александра Цыбикова, Тамара Игнатьева, Сергей Кадзюра, Нерюнгри. В Ленске День защиты детей отметили парадом детских колясок. Мамы и папы прошли по площади собственноручно украшенными колясками. Большинство оформили по мотивам старых советских мультфильмов, и фантазии родителей не было предела. Быстренько за пару дней сделали. Решили еще раз поучаствовать. В том году гран-при у нас был. Сейчас не знаем, посмотрим. Якутскэнерго провели акцию под названием «День самоуправления» с участием школьников. Ребята смогли почувствовать себя сотрудниками энергокомпании. Кем работали дети в этот день и удалось ли им справиться с обязанностями? Репортаж нашего корреспондента. Вам нужна оплата услуг. Да. Пожалуйста. С номером Г9 приглашается в окно 17. Все. Оплата от физических лиц. Угу. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. Еще вчера 10-летний Леня Погорельский сидел за партой, а сегодня он полноценный сотрудник энергосбыта. Третьеклассник уверенно вошел в образ помощника администратора по центру обслуживания потребителей. Я подрабатываю в энергосбыте. Моя работа – это помогать людям в выдаче талонов. Мне очень нравится здесь работать. Польза от моей работы – то, что я помогаю людям. То есть у нас бывают те, которые вообще не знают. И я делаю все это быстро, ловко. Ну, как бы ловко сказать. Это фразеологизм. Всех школьников готовили ко дню самоуправления около 2 недель. Но Леня смог освоить азы профессии всего за 1 день. Несмотря на это, он единственный, кто уже за 20 минут до начала открытия рабочего дня вступил в свои обязанности, чем приятно удивил всех посетителей. Цель проекта не только профориентация, но и привлечение внимания общественности к вопросам повышения коммунальной грамотности, ответственности потребителей и развития энергетической отрасли. Такие дни профориентации мы будем проводить ежегодно. И каждый год мы придумываем новые какие-то моменты для того, чтобы это было интересно и ребятам, и нашим потребителям, чтобы это тоже заинтересовало. Помогло им стать дисциплинированными плательщиками. Главное сегодня для них награда – это то, что они наравне со взрослыми поучаствовали в большом серьезном деле. И я думаю, что эти впечатления у них останутся надолго, сохранятся в их памяти, а в дальнейшем, возможно, и повлияют на выбор их дальнейшей профессии. Ира Григорьева твердо решила связать свое будущее с профессией энергетика и уже изучила секреты электроснабжения. Вы, наверное, когда заряжаете телефон, оставляете зарядку в розетке. И розетка впитывает в себя эту энергию и отбрасывает никуда. И поэтому тратится электроэнергия. День самоуправления приурочен к Дню защиты детей. Но именно в этот день школьники смогли примерить на себя роль взрослых. Платежный документ, он вам приходит на почту или на электронную почту, или почтовый ящик. Также вы можете взять в кассах энергосбыта этот платежный документ. Вы сканируете на нем штрих-код, вам выходит ваша сумма. Если вы эту сумму заплатить не сможете, вы можете частично заплатить. За свой первый трудовой день ребята получили и первую зарплату, именные сертификаты, подарки и сладкие призы. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте в курсе.